Сегодня мы будем говорить о Всемирном дне прав человека, и по этому поводу мы сегодня пригласили к нам в студию уполномоченного по правам человека Южной Осетии Инала Тасоева. Инал Валерьевич, здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый день. Хотелось бы поговорить об актуальных, возможно, вызовах и проблемах, которые сталкиваются в Южной Осетии. Да, и в целом поговорить о самом Дне прав человека. По вашему мнению, каково значение этого дня для института уполномоченного по правам человека в республике? Да, действительно, сегодня во всем мире практически более чем в 200 странах мира отмечают Международный день прав человека. 75 лет назад эта дата была установлена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Два года до этого была принята поистине эпохальный документ. Это Всеобщая декларация прав человека, где были заложены основные фундаментальные права человека. И, как я уже говорил, спустя 2 года, именно 10 декабря, было решено отмечать Международный день прав человека. Что хочется по этому поводу сказать? Да, это знаменательная дата, но мое мнение, что каждый день это день прав человека. Не только один день, да, это какой-то особый день, может быть, какие-то там мероприятия, может, больше об этом говорим, но, на мой взгляд, каждый день это день прав человека, и каждый день нужно в этом направлении работать. Инал Валерьевич, тут как раз можем продолжить и перейти к основным механизмам защиты прав граждан внутри нашей республики. С какими основными проблемами или нарушениями прав человека жители Южной Осетии чаще всего обращаются к вам? Я бы не сказал, что это основной механизм защиты прав человека, потому что это дополнение к тем механизмам, которые существуют у нас в республике. Это, опять же, и прокуратура, и судебная власть, в первую очередь, куда люди обращаются, если в первую очередь, если у них считают, что у них нарушены права. Ну и опять же, я думаю, что все министерства, все ведомства, которые у нас есть в Южной Осетии, они должны в своей деятельности исходить, опять же, из прав человека, то есть что нужно простому человеку, как улучшить его жизнь. Вот это основное. Наш институт уполномоченного, он является при президенте Республики Южная Осетия. Он был образован в 2004 году. Опять же, не в классической форме, как в некоторых других странах, а именно при президенте. То есть, например, в Российской Федерации он назначается, то есть по представлению президента он назначается Федеральным собранием Российской Федерации. И есть, конечно же, отличия. Там все-таки большая независимость, чем в нашей республике, но тем не менее. Есть свои плюсы, есть свои минусы, а мы в любом случае, опять же, люди, конечно же, обращаются, и в силу своих компетенций, полномочий мы им стараемся помочь. И хотелось бы поговорить о, собственно, текущей ситуации с правами человека в Южной Осетии. Какие направления требуют, на ваш взгляд, наибольшего внимания сегодня? Если судить по этому году, то более 50 жалоб поступило в наш аппарат, и они в основном, конечно же, направлены, как и в принципе и прошлые годы, это социально-экономическая направленность, это в основном много вопросов по жилищным нарушениям, то есть по жилищным вопросам обращаются, по трудовым вопросам есть жалобы на правоохранительные органы, на несогласие с судебными приговорами. То есть это, опять же, из года в год, это, в принципе, основные вопросы, по которым обращаются. Больше жалоб стало связанных со специальной военной операцией, то есть люди обращаются, у кого близкие люди пропали в ходе специальной военной операции, они обращаются больше. В этом году больше 12 обращений было по этому поводу. Мы, в свою очередь, собираем необходимые документы и уже по своей линии, то есть на имя своим коллегам в Российской Федерации, в основном Татьяне Николаевне Москальковой, уполномоченной по правам человека в Российской Федерации, которая активно занимается этим вопросом, мы уже переправляем туда запросы, чтобы оказали содействие в этом вопросе. Ну и они, в свою очередь, уже по своим инстанциям, то есть Министерство обороны, в основном Международный комитет Красного Креста, который занимается розыском пропавших без вести, и другие инстанции, то есть они уже рассылают свои запросы, свои
И основное, это, конечно же, устанавливает связь с родственником пропавшего без вести. Вот основные направления, которые в этом году, в принципе, были в работе. Всегда ли удается наладить как раз связь с представителями Российской Федерации, с Министерством обороны не только, ведь это довольно закрытая госструктура. Ну, с Министерством обороны у нас как таковой нету связи. Мы налаживаем связь, опять же, через своего коллегу Татьяну Николаевну Москалькову. У нас очень хорошие отношения сложились за последние годы. И по ее приглашению мы уже последние годы несколько раз принимали участие в различных конференциях. Нас часто приглашают и международные конференции, и конференции региональных уполномоченных, поэтому контакт налажен, и даже если какие-то там бывают вопросы к Министерству обороны, запросы, мы действуем через Татьяну Николаевну, и все время в большинстве своем нам оказывается содействие, то есть много вопросов решается. Инал Валерьевич, а как выстроена структура взаимодействия между уже вашим институтом и учреждениями в Южной Осетии с государственными органами, судами, прокуратурой и так далее? Может быть, Министерство труда также, как вы обозначили, трудовые вопросы и так далее. То есть, как работает эта связь? Всегда ли госорганы оказывают поддержку? Взаимодействие у нас в большинстве своем, я хочу сказать, что налажено. Ну, механизм, как у нас, если нам поступает жалоба, мы его рассматриваем. Выделяем, какому министерству какие претензии, уже с этим министерством или в устной форме, или какие-то запросы отправляем. То есть взаимодействие налажено в этом направлении. Но еще один из плюсов, наверное, того, что должность является при президенте, то есть, так сказать, попросить помощи у президента, и в этом, наверное, один из этих плюсов, и всегда, конечно же, в большинстве своем идут навстречу. А так, ну, у нас, я думаю, что со всеми министерствами налажен контакт. Бывают, конечно же, какие-то бюрократические проволочки, но, опять же, это тоже все решаемо бывает. Хотелось бы также узнать о работе координационного механизма по выяснению судеб лиц, пропавших без вести в связи с вооруженными конфликтами 1990-х и августа 2008 года, который был создан при содействии Красного Креста. Какая работа проводилась за последнее время совместно с данным органом? Есть ли какие-то результаты? Этот орган действительно работает с 2010 года. Вы знаете, что вопрос пропавших без вести очень актуален и важен для нас, потому что более 140 человек пропало в ходе грузинской агрессии. Близкие до сих пор ждут ответов, что случилось с их близкими, и хотят выяснить, прояснить их судьбу. И трехсторонний координационный механизм, в этом механизме участвует не только Южная Осетия, но также Российская Федерация и Грузия. Как вы сказали, это под председательства Международного комитета Красного Креста, и за все эти годы. Но многое было на самом деле сделано в плане того, чтобы и сбор ДНК-анализа, сбор прижизненных данных, оказание помощи семьям без вести пропавших. Но, скажем, один отрицательный момент — это то, что из 145 человек, которые числятся пропавшими без вести, мы нашли останки только 2 человек. И это большая проблема. Это, на наш взгляд, это, так скажем, происходит саботаж с грузинской стороны. Много вопросов, ответов лежат на грузинской стороне, то есть на той стороне. Мы активно ищем места своими силами, места захоронения, но, опять же, если 90-е годы, прошло уже больше 30 лет, и очень сложно находить информацию, потому что и многие очевидцы, свидетели тех событий, кто-то уехал, кто-то, к сожалению, скончался, и поэтому не может поделиться информацией. Последние с поиском информации, еще раз хочу отметить, последние 2 или 3 года назад мы с этой целью установили анонимные ящики. Это в приграничных селах больше 20. Привели ли они к какому-то результату, к сожалению, пока нет. Да, были какие-то там
записки анонимные, сброшенные, то есть какая-то информация была, и эта информация уже привела к каким-то дальнейшим шагам по поиску, но конкретному результату, чтобы найти останки одного человека, хотя бы одного человека нам не удалось, но опять же мы не унываем, если даже одного с помощью этих анонимных ящиков будет найден хотя бы останки одного человека, нашего гражданина, это будет уже большим успехом. То есть в этой части конструктивный диалог тормозится только грузинской стороной? Да. Да. Диалог идет, на самом деле, не только в рамках трехстороннего координационного механизма, но и в рамках международных женевских дискуссий. Это один из основных вопросов второй рабочей группы по гуманитарным вопросам. Мы, конечно же, каждый раз его поднимаем, и практически все участники поддерживают, и те же международные организации, которые там председательствуют, это и представители ООН, ОБСЕ, Евросоюза, но много вопросов в грузинской стороне бывает, но в основном они, конечно же, это на словах они готовы, они работают, но чтобы на деле это показать, мы это, к сожалению, не видим. Галал Валерьевич, ну, по вашему мнению, если бы грузинская сторона чуть больше шла навстречу в решении этих вопросов, можно ли было бы ожидать других результатов? Да, я так думаю, что я уверен в этом, да. Есть известный случай, это 3 пропавших без вести в 2008 году, в октябре, Алан Хачеров, Алан Хугаев и Султан Плиев, и именно по этому делу, по этому кейсу были несколько приглашенных экспертов, работали. Это в 2010 году работали эксперты Томаса Хаммерберга, Верховного комиссара тогда по правам человека, и они в своих рекомендациях, они сделали доклады в своих рекомендациях, они ясно дали понять, что эти ребята находились в руках правоохранительных органов Грузии. Дальше, в 2015 году, опять же, после того, как эти рекомендации нам результаты не принесли, по выяснению их судьбы мы был приглашен эксперт от ОБСЕ, который тоже на протяжении нескольких лет работал и который тоже в своих докладах дал рекомендации. Если бы эти рекомендации все были выполнены, я думаю, что мы бы уже давно прояснили судьбу этих ребят. Там в этих докладах, в принципе, есть и люди, свидетели. Ну, они, на самом деле, они проходят как свидетели в Грузии по уголовному делу, которое там возбуждено, но я думаю, что там они должны проходить не как свидетели, а как подозреваемые, если с ними захотели бы так, скажем, нормально поработать, то я думаю, что результат был бы другой. Галал Валерьевич, вот чуть ранее вы отметили, что обращения граждан связаны именно с социально-экономическими какими-то, возможно, проблемами, и по части СВО также отметили, что имеется обращение. Но хотелось бы также узнать о гражданах, которые находятся под стражей или отбывающих наказания, что показывает мониторинг мест содержания под стражей. У меня был прием где-то месяц назад в колонии, но в основном они, какие жалобы были, это жалобы на амнистию. То есть амнистия, которая у нас была в честь победы. Достаточно жалоб. Сейчас их разбираем, как раз это в процессе. Многие жаловались, что к ним не применяется амнистия. И вот сейчас они находятся у нас в процессе, работаем по этому вопросу с прокуратурой, посмотрим, к каким результатам это приведет. В целом, опять же, многие жалуются и, опять же, на необоснованность тех или иных приговоров, которые были вынесены в отношении них, но тут сложно сказать, потому что моей компетенции, моих полномочий на это не хватает, чтобы вот какие-то там судебные решения отменять или пересматривать. То есть, а условия содержания в целом, в принципе, в основном они на это не жаловались. Проводится ли какой-либо мониторинг содержания, точнее условий содержания, или же институт работает уже по жалобам? По жалобам мы тоже работаем, то есть они через администрацию исправительной колонии отправляют жалобы на наше имя, мы уже по этим жалобам конкретным тоже работаем, но в целом, конечно же, тоже там у нас есть и представитель по правам человека, который работает именно в колонии, и с ним мы тоже в тесном контакте. Галал Валерьевич, хотелось бы также поговорить о внешней такой работе аппарата уполномоченного по правам человека в Южной Осетии, учитывая, что, судя по всему, работа
в Российской Федерации также в различного рода мероприятиях с вашими международными коллегами также была довольно активной в этом году. Что вы можете отметить в этом формате вашей работы? Насколько был важен этот опыт? И какие, возможно, тезисы звучали от ваших коллег в течение всего года? Поддерживаете ли вы контакты? Да, действительно, в этом году у нас много встреч состоялось, достаточно много встреч и как в очном формате, так и по видеосвязи. Например, в мае в Екатеринбурге состоялся региональный съезд уполномоченных по правам человека. Как раз там была одна из тем, вот именно специальная военная операция, именно вопрос пропавших без вести, вопросы социальных гарантий. То есть это было очень важно, именно услышать от уполномоченных, как они решают те или иные вопросы, именно связанные с этой темой. В осени у нас состоялась международная конференция, уже в Москве были собраны более 200 участников из 60 стран. То есть это тоже для нас, это в первую очередь для Южной Осетии, это очень большой опыт, послушать, что-то перенять, как обстоит работа в других странах. Много было стран, конечно же, из Африки, из Азии. Довольно-таки, опять же, интересные моменты были. Последняя тема, которая была, это цифровизация. Вы знаете, что у нас очень стремительно развиваются информационные технологии. И, конечно же, это прогресс, но вместе с тем возникают и свои сложности, это и мошенничество в киберпространстве, кибербуллинг. Ну, с такими вопросами к нам пока с проблемами не обращались, но тем не менее нужно, я думаю, что держать руку на пульсе, потому что дальше, я думаю, что эта тема будет еще развиваться, информационные технологии, нужно будет, наверное, и в области законотворчества принять, опять же, те законы, которые будут защищать именно людей в этой области. Учитывая, что Южная Осетия довольно регулярно представляет своих граждан и своих граждан в различных сферах жизнедеятельности человека, и учитывая, что все же еще у нас остается статус непризнанного государства, есть ли возможно, потенциал в том, чтобы продвигать Южную Осетию через работу аппарата уполномоченного по правам человека? Насколько эти международные контакты с коллегами из других стран могут посодействовать в этом вопросе? Есть ли такие перспективы, на ваш взгляд? Нет, у нас с теми участниками, которые принимают участие в этих конференциях, у нас, в принципе, налажен достаточно тесный контакт. С кем-то лучше, с кем-то не так рабочий, но в любом случае, да, это, конечно же, одна важная международная площадка, где Южная Осетия на равных представлена за одним столом с другими государствами. И у нас есть право слова, и, конечно же, за столом мы все равны, но и есть, конечно же, и кулуарное общение, где мы тоже делимся своим опытом, да, рассказываем про Южную Осетию. Многие, кому-то, наверное, кто-то первый раз слышал, что есть такая страна, но мы стараемся, конечно, через это пользоваться этими возможностями и, естественно, продвигать Южную Осетию. Ранее вы отметили такой формат общения как раз и представления нашей республики на международной арене, как женевские дискуссии. Какую роль играет ваш институт в отстаивании прав граждан нашей республики на международной арене, особенно в контексте гуманитарных вопросов? Ну и тут, наверное, стоит сразу же и задать вопрос об обращениях граждан в ЕСПЧ, которые также не были услышаны, и есть ли какая-то надежда на их справедливое рассмотрения? Начнем с последнего вопроса. Европейский суд по правам человека, скажем так, такой орган ангажированный политически. Как выяснилось, вы знаете, что после 2008 года более 3000 жалоб граждан Южной Осетии были поданы в эту инстанцию с 2008 года, да, и на протяжении 10 лет они практически не рассматривались. То есть с нашей стороны была проделана большая, огромная работа, занимались адвокаты, московские адвокаты, которые
приезжали, которые здесь жили, которые собирали доказательную базу по всем делам, по всем индивидуальным жалобам, которые находились в ЕСПЧ, и переправляли их туда. Но по прошествии 10 лет, в 2008 году началось рассмотрение этих дел, и были в 2008 году несколько дел рассмотрено, где-то 7 или 8, они признали их неприемлемыми для рассмотрения в Европейском суде и на этом основании отклонили. Ну и дальше год за годом, 2019-2020, они уже не по несколько дела по сотню отклоняли. И на сегодняшний день, так, к сожалению, все дела у нас Европейским судом, все наши жалобы, которые были там, они признали их неприемлемыми. И я думаю, что уже как-то шансов, чтобы какое-то решение, эти решения пересмотреть, нет. Конечно же, это политика западных стран, поэтому здесь уже, наверное, ничего не поделаешь. Ну а что касается международных женевских дискуссий, то мы работаем во второй рабочей группе по гуманитарным вопросам и много тем там поднимаем. Я уже сказал по пропавшим без вести. Это одна из основных тем. Далее мы поднимаем вопросы осетин, выходцев из Тарсагомы, которые после 2008 года им запретили въезд в родные села, в родные ущелья, чтобы посетить свою собственность, посетить свои дома. То есть они лишены этой возможности. Опять же, играет своего рода политика в этом вопросе. Ну, никакого отношения они к нашему конфликту не имели, но вот, тем не менее грузинское государство приняло такое решение. В основном это люди пожилого возраста, им в основном большинство из них уже за 70, никакой угрозы безопасности грузинскому государству они не несут, но вот такое у них решение принято, но мы каждый раз это поднимаем, каждый раз отстаиваем их права в рамках дискуссий, доводим до международных организаций этот вопрос. Женевский формат чем еще знаменателен и важен, все-таки 3 международные авторитетные, так скажем, организации там представлены, ООН, Евросоюз, ОБСЕ, и важно доносить свою точку зрения до них, потому что Грузия на всех международных площадках все-таки пытается нас представить оккупированные территории, на территории, где массово нарушаются права человека и многое другое. Поэтому нам важно, это, по сути, единственная международная площадка, где мы выступаем, опять же, на равных, абсолютно на равных. У нас равные права, равные обязанности, так что важен этот формат. Есть культурное наследие, вопрос культурного наследия, который мы там поднимаем. И, в принципе, многие другие вопросы. Инал Валерьевич, ну и в конце нашей беседы хотелось бы узнать, есть ли, возможно, некая нехватка законотворческих инициатив, которые могли бы укрепить систему защиты прав человека, и чтобы она работала эффективнее? В принципе, конечно же, совершенствоваться можно всегда, и, естественно, одна из возможностей — это принять уже закон об уполномоченном по правам человека, как в Российской Федерации, где будут, наверное, расписаны больше полномочий, больше каких-то возможностей финансовых, различных других. Поэтому, наверное, одно из этих направлений, которое можно будет усовершенствовать, но тем не менее, да, это важно, и закон, и уполномоченный, и должность уполномоченного по правам человека. Но я еще раз повторяю, основные органы, которые занимаются защитой прав человека, это все-таки и прокуратура, и судебные органы. Вот, если там не будет нарушений, то я думаю, что с правами человека у нас будет все лучше и лучше обстоять дела. Ну а уполномоченный — это дополнение к этому механизму защиты прав. Ну, Валерьевич, мы благодарны за то, что нашли для нас сегодня время и посетили наши студии, так подробно и интересно ответили на все наши вопросы. Желаем вам успехов в вашей работе. Надеемся, что обращение граждан будет минимально в хорошем смысле. Спасибо большое.